В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. У школьников продолжаются летние каникулы. И именно в этот период важно обеспечить безопасность детям, особенно тем, кто не находится в детском лагере или под присмотром взрослых. Как предостеречь детей от разного рода опасных ситуаций? Какова роль и ответственность родителей в вопросах обеспечения безопасности детей? Об этом сегодня мы поговорим с начальником отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Татьяной Сараевой и уполномоченным по правам ребенка в нашем регионе Туярой Васильевой. Татьяна Аркадьевна, Туяра Валерьевна, здравствуйте. 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 Татьяна Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, какова ситуация с обеспечением безопасности детей в этом году? Почему мы сегодня, так получилось, говорим на эту тему? Ну, к сожалению, вопросы безопасности несовершеннолетних в летний период, они возникают ежегодно. Цифры статистики неутешительны. Так, например, в прошлом году в летний период погибло 10 детей при купании в несанкционированных местах в естественных водоемах. В этом году уже 2 ребенка утонули. В дорожно-транспортных происшествиях в течение прошлого года пострадало 111 несовершеннолетних, в том числе 3 ребенка погибли. В течение этого года 26 детей стали жертвами ДТП, в том числе 1 ребенок погиб. А почему данный вопрос именно в летнее время встает очень остро? Ну, в летний период эти вопросы становятся наиболее острыми, потому что дети больше времени проводят на улице. Они без присмотра, не посещают школу, не посещают дошкольные образовательные учреждения, больше проводят времени в среде сверстников, где-то на природе. И вот в такой ситуации наиболее важно обеспечить безопасность детей всем нам, всем взрослым. Туяра Валерьевна, расскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта работы, жизненного опыта, тех происшествий, которые происходят с детьми, какие объекты представляют наибольшую опасность для них? Спасибо за вопрос. Детский травматизм и его предупреждение – это важная и серьезная проблема, особенно в летний период. И, как сказала Татьяна Аркадьевна, это связано с летними каникулами, то, что у детей много свободного времени, остаются без присмотра родителей. И, конечно же, мы не можем запретить ребенку познавать мир, потому что это его природа, но мы, как взрослые, должны обеспечить безопасность и сопровождать ребенка, чтобы ребенок находился под присмотром, быть рядом и даже быть немного на шаг впереди, предупреждать события, да, трагические. В жаркое лето, конечно же, это самое опасное, это водоемы, как реки, озера, дамбы. Также опасным являются и домашние бассейны. Вот у нас недавно был случай, маленький ребенок остался на непродолжительное время без присмотра родителей, и сейчас он госпитализирован. И двое подростков, уже, как вот сказала Татьяна Аркадьевна, опять же, утонули, так как они купались в несанкционированных местах. И обязательно нужно соблюдать правила безопасности, нельзя оставлять детей без присмотра, должны соблюдаться правила, надевать спасательные жилеты детям, не оставлять их без присмотра и купаться только в санкционированных местах. И, например, в открытой реке, допустим, это часто влечет неминуемую трагедию. Также дети, гуляя по улице, могут оказаться в таких местах, как строительные площадки, промышленные предприятия, и могут получить травмы, получить удар током. Поэтому дети должны находиться под присмотром родителей. И, соответственно, самую основную, значительную часть таких происшествий связана с дорожно-транспортным. Татьяна Аркадьевна, а вот из вашего опыта надзорной деятельности можете привести какие-то тоже еще дополнительные примеры вот по таким объектам, которые несут опасность для детей? Конечно. Например, в прошедшем году ввиду свободного доступа на объект незавершенного строительства в городе Якутске 13-летний подросток упал с высоты, получил тяжкие телесные повреждения. В этом году, вот о чем уже говорили, когда у нас погибли 2 ребенка, в одном случае купались в неустановленном месте, а в другом случае в присутствии родителей дети купались при наличии таблички, что в этом месте купание запрещено.
Здесь определенная халатность в действиях родителей тоже. Естественно, если взрослые подают своим примером нормы, обеспечивающие безопасность детей, то дети, соответственно, тоже будут вести себя подобным образом. Правильно подчеркнула Туяр Валерьевна, что очень много зависит от взрослых в этой ситуации, когда они не только собственным примером подают образец поведения, безопасного поведения на воде, на улице, но и проговаривают это с детьми, прежде чем отправиться в поездку, прежде чем отпустить ребенка на велосипеде. Буквально по дороге сюда в студию я наблюдала, как на площади катается подросток на скейте, без каких-либо средств защиты. Полагаю, что это прямая обязанность родителей, приобретая средства технические какие-то повышенной опасности, велосипеды, скейты, ролики, одновременно приобретать и защитные средства ребенку и объяснять, что правильно и круто, когда ты не просто катаешься, а ты обезопасил себя, подавая пример другим. Но получается тогда безопаснее всего оставить ребенка дома. Не соглашусь с вами. Безопаснее всего не оставлять детей без присмотра. Если говорить о квартирах, жилых домах, то оставление детей без присмотра одних, особенно детей раннего возраста, тоже может повлечь трагедии в определенных случаях. Серьезную опасность представляют открытые окна, защищенные москитными сетками особенно, открытые балконные двери. Так могу привести примеры, когда использование москитных сеток вводило детей раннего возраста в заблуждение, и, опираясь на них, они просто буквально выпадали в эти открытые окна. Есть конкретные примеры. В городе Мирном ребенок выпал из окна 3-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Причем не всегда это дети самого раннего возраста. Есть пример, когда в прошлом году в одном из жилых домов 7-летний ребенок также выпал из окна 3-го этажа, так как облокачивался на вот эту москитную сетку. В позапрошлом году 9-летний ребенок, казалось бы, да, прыгал на диване, оперевшись на эту москитную сетку, и тоже она подвела его, да, и ребенок таким образом выпал. Ну, благо, что это только 2-й этаж, получил телесные повреждения. Ну и у всех на слуху произошедшая в этом году трагедия, когда оставленный без присмотра ребенок раннего возраста, когда родители не проявили бдительность, не закрыли балконную дверь, вот 5-летний ребенок выпал с балкона и получил тяжкие телесные повреждения, несмотря на все усилия медицинских работников, в результате скончался. Туяра Валерьевна, а как, по вашему мнению, можно избежать вот таких случаев? Ну, прежде всего, конечно же, родители не должны оставлять детей без присмотра и создавать безопасные условия. В свою очередь, органы государственной власти, органы местного самоуправления реализуют план мероприятий, которые обеспечивают создание безопасного пространства для детей, но это не умаляет роли родителей за то, что они должны нести ответственность за своих детей. И ну, если даже вот задуматься, почему же с нашими детьми случаются такие несчастья, это, ну, и честный ответ таков, что родители не готовят детей к тому, к самостоятельной жизни. Ну, это, конечно же, говорится о детях, которые уже постаршего возраста. За детьми младшего возраста только непрестанный контроль родителей и создание безопасного пространства, да? А со взрослыми детьми нужно уже разговаривать, объяснять, показывать собственным примером. Причем это касается и маленьких детей, то есть родители своим личным примером учат своих детей, как правильно переходить дорогу, пристегиваться в машине, соблюдать все правила безопасного образа жизни. Поэтому вот родители, в первую очередь, это ответственность родителей в том, чтобы с детьми не происходили трагические случаи. Татьяна Аркадьевна, а кто вот несет ответственность за детей и установлена ли ответственность вот за несоблюдение их безопасности? Безусловно, такая ответственность установлена. Права и обязанности родителей, они регламентированы статьей 38 Конституции Российской Федерации, статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, которые говорят о том, что прежде всего родители несут ответственность за жизнь, за здоровье детей, за их физическое, духовное, нравственное развитие, за их безопасность, несут ответственность за него, должны защищать его права и обязанности.
Хочу обратить внимание, что законодательство Российской Федерации не предусматривает ограничений и возрастных границ какого-то возраста, с которого ребенка можно оставлять одного. Поэтому в каждом случае по всем фактам травматизма и гибели детей инициируется проведение проверок и дается оценка законности действий, в том числе родителей и законных представителей. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Родители могут быть привлечены как к наказанию в виде штрафа, так и в виде предупреждения. Ну а если говорить о случаях вопиющего, очень грубого пренебрежения правами детей, оставления их буквально в опасном положении, то в таких случаях может быть инициирована в том числе и уголовная ответственность по статье 109 за неосторожное причинение смерти, вплоть до лишения свободы предусматривает санкция этой статьи, либо по статье 125 оставление в опасности ребенка лицом, который в силу закона обязан был заботиться о его здоровье, о его безопасности. Могу привести примеры, допустим, в нашей практике, когда в этом году ребенок 6-месячного возраста был оставлен без присмотра родителей. В результате он упал в проем между диваном и стеной, получил очень сильные ожоги о батарею и в результате скончался от болевого шока. В этой ситуации в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса. Другая ситуация. В прошедшем году в дневное время в городе Якутске девочка 2-летнего возраста также упала с 4-го этажа. В ходе проверки было установлено, что семья неблагополучная, мама состоит на учете в органах внутренних дел. Накануне употребляла спиртные напитки, а в момент происшествия просто спала. Здесь следственными органами было инициировано возбуждение уголовного дела по статье 125 «Оставление в опасности». Но опять же хочу предупредить родителей, что не всегда трагедии с детьми случаются именно в неблагополучных семьях, в семьях каких-то пьющих родителей, асоциальных. Нет, такая трагедия может случиться в любой семье, если родители не будут проявлять необходимую бдительность, необходимую предусмотрительность. Татьяна Аркадьевна, Туяра Валерьевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Уверена, что данная информация будет полезна для всех родителей, которые нас сейчас смотрят. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.